И буквально несколько часов назад в Уфе и Москве прошли акции протеста. Их участники выступили против планов поглощения акционерного общества «Сода» башкирской содовой компанией. Организаторы митинга в Уфе заявили максимальную численность в 500 человек. Несмотря на то, что сейчас здесь проходит строительство памятника Мустаю Кариму и для массовых акций территория не рассчитана, митинг все-таки состоялся. Выступающие выразили мнение, что замена контрольного пакета акций «Соды» на 38% акций башкирской содовой компании после слияния крупнейших химических активов приведет к потере контроля над ними со стороны государства. Самыми громкими лозунгами на митинге были «Оставьте народу народную соду», «Российская партия народного управления требует от Хамитова Рустема Закиевича завод «Сода» верните народу», «Требуем от президента РБ работать для людей, а не для иностранцев» и другие. Отдавать предприятия государственные офшор, я считаю, что это, мягко сказать, противонародное действие. Мы можем его контролировать на сегодняшний день, мы можем решать вопросы, мы можем российскими законами регулировать отношения внутренние. Если оно уйдет, то оно уйдет навсегда. Мы знаем, что башкирская химия в 2008 году купила Лисичанский завод на Украине. В итоге завод банкрот, частично разрезанный металлолом. Мы не хотим того, что произошло бы с содой. Сода было и пока еще остается градообразующим предприятием. Когда-то на нем работало 10 тысяч человек, сегодня работает где-то 5 тысяч. Что будет дальше? Кроме этого, профсоюзные активисты провели сегодня одиночные пикеты в Москве возле здания башкирской химии. Это предприятие сейчас управляет «Содой». Активисты также заявили свой протест против того, чтобы крупнейшее предприятие отрасли ушло под контроль кипрских офшоров. Вот что рассказывает один из организаторов пикета Денис Громов. Выразим сейчас, скажем так, такого образа протеста против действий работодателей, нарушающих все законодательные нормы Российской Федерации, что можно было по труду, невыплаты заработной платы, игнорирование норм труда, трудового права, техническая безопасность. То есть здесь комплекс вопросов, которые мы подняли и на которые не получили до сих пор от башкирской химии ответа.